Коллеги, сегодня рассматриваем новые подходы в муниципальной системе организации воспитания и социализации обучающихся и муниципальную систему мониторинга качества дошкольного образования. Коллеги, я сейчас запущу демонстрацию экрана, чат временно видеть не буду, но по мере изложения буду останавливаться и буду смотреть ваши вопросы. Хорошо? Если будет необходимость, можете задать вопросы голосом, подключив микрофон, подключив камеру, либо в чате написать. Итак, коллеги, напоминаю, что мы с вами проводим оценку муниципальных механизмов управления качеством образования. И работаем на основе паспорта национального проекта образования, паспорта проекта федерального «Современная школа» и пункта 9 постановления Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации о ходе реализации национального проекта образования. Цель всей нашей с вами совместной деятельности – это выявление степени сформированности и эффективности функционирования системы управления качеством образования на разных уровнях. В данном случае мы с вами говорим о муниципальном уровне. Научно-методическим координатором всех процессов является Федеральный институт оценки качества образования. На уровне региона ответственным организатором выступает Республиканский институт развития образования. Региональные координаторы, муниципальные организаторы, региональные эксперты утверждены приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И наша с вами деятельность проходит, начиная с 15 июня до 15 августа. Мы работаем именно с муниципальными организаторами. Далее уже подключаются к работе региональные эксперты. Оценка проводится на основе результатов экспертизы тех документов и материалов, которые вы представляете в своей форме сбора первичных данных. Максимальный балл по результатам проведения оценки составляет 902 балла. И сегодня мы с вами рассматриваем систему организации воспитания обучающихся и видим, что она занимает 17% от общего количества баллов. То есть тут самое большое количество – это система воспитания и система оценки качества подготовки обучающихся. И 9% – это новое направление системы мониторинга качества дошкольного образования. При этом напоминаю, что будет оцениваться управленческий цикл, который включает в себя цели, показатели, методы сбора и обработки информации, мониторинг показателей, анализ результатов мониторинга, адресные рекомендации по результатам анализа, меры мероприятия, управленческие решения, анализ эффективности принятых мер. И внутри каждого компонента управленческого цикла, каждая позиция будет оцениваться по 3 параметрам. Коллеги, напоминаю, что у вас уже в личных кабинетах загружена форма сбора первичных данных. Сейчас я с ней тоже с вами поработаю. Так, где-то она у меня тут. Так, вот таким образом форма сбора первичных данных выглядит после того, как вы ее скачиваете в своем личном кабинете на ФИС-ОКО. Мне было несколько звонков, коллеги не совсем разобрались, как с этой формой сбора первичных данных работать. Коллеги, обращаю ваше внимание, что вот в левом нижнем углу, вот на этой серой полосочке, у вас есть 3 листа этой формы. На первом листе располагается инструкция. Вот вы можете прочитать, как работать по заполнению. Но инструкция стандартная, аналогичная инструкция идет и к отчету по ВПР, и к другим отчетам, которые ФИОКа собирает. Поэтому какие-то фразы могут вызвать у вас удивление, но тем не менее основные моменты, связанные с заполнением формы, они здесь обозначены. Вторая страничка или второй лист в этой книге Excel – это непосредственно сама форма сбора данных. Вот вы ее переключаете и попадаете непосредственно в саму форму сбора данных, в которой вам необходимо будет указать ваш логин, с которым вы заходите в личный кабинет, код региона и, наверное, автоматически поля с регионом, муниципалитетом должны будут обозначиться. Если нет, то вы их вписываете. И дальше начинаете работать уже в ячейках этой таблицы. В ячейках с названием «Ссылка» вы размещаете ссылки на документы, подтверждающие по каждой позиции.
можно разместить до 5 ссылок, да, в соответствующих столбцах. Ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4, ссылка 5. И в соседний столбец вы размещаете комментарий к этой ссылке, то есть название документа, что конкретно в этом документе смотреть, на какой странице искать необходимую информацию, которую вы прицепляете, да, к данному показателю. То есть все это в комментарии вы обозначаете. И третья вкладочка – это отчет. То есть здесь вы будете формировать отчет уже при загрузке формы в систему ФИСОКа. На вебинаре для региональных экспертов федеральный оператор говорил о том, что форма сбора первичных данных будет загружаться вами в личные кабинеты в сентябре. Сейчас пока еще не подготовлена та система, которая обрабатывает форму сбора первичных данных. Поэтому в сентябре она будет готова, и мы вам сообщим, да, когда надо будет форму сбора загрузить в ФИСОКа. Сейчас заполненную форму сбора данных вы направляете в наш адрес, на мой адрес, да, адрес регионального координатора, и мы уже направляем ваши материалы для оценки нашим региональным экспертам. Так, коллеги, кто еще к нам присоединился, пожалуйста, обозначьтесь. Давайте еще раз перекличку проведем. Воркута к нам присоединилась. Коллеги, Воркута с нами? Пожалуйста, в чате отметьтесь. Воркута. Так, пока не вижу. Вуктыл, коллеги, Вуктыл присоединился к нам. Вуктыла пока не видно. Коллеги, Ухта. Угу. Ухта, коллеги, присоединилась к нам. Пожалуйста, в чате отметьте. Так, не видим пока Ухту. Сыктывдинский. Сыктывдинский с нами. Кайгородский. Кайгородский, коллеги, с нами. Сысольский. Коллеги, кто присоединяется к нам, пожалуйста, обозначьте свое присутствие, фамилию, имя, отчество и какой муниципалитет вы представляете, чтобы мы понимали для отчета заместителю министра. Так, Сысольский пока тоже не присоединился. Троицко-Печорский. Коллеги, Троицко-Печорский с нами. Усть-Цилимский. Коллеги, Усть-Цилимский. Так, пока не отзываются, коллеги. Итак, вижу, вопрос появился по поводу сроков направления формы в наш адрес. Как только вы ее заполните, можете сразу нам направлять. До 15 августа идет сбор форм сбора первичных данных. Поэтому чем быстрее заполните, тем лучше вы нам направите, мы сразу экспертам перенаправляем. Так, коллеги, есть ли вопросы организационного характера? Прежде чем перейдем уже к содержанию непосредственно. Можно задать в чате, можно голосом. Отключить микрофон, камеру. Так, пока вопросов нет, хорошо, тогда мы с вами продолжаем. Я переключаюсь на презентацию, пока чат не буду видеть. Итак, коллеги, сегодня рассматриваем систему организации воспитания обучающихся. Максимально можно получить 148 баллов по всем позициям.
И здесь очень важно помнить о том, что все задачи, которые мы ставим по данному разделу, они связаны со стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 2025 года. Эта стратегия подразумевает 4 основных направления нашей с вами деятельности. Это, во-первых, развитие социальных институтов воспитания, это обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования в сферах физической культуры, спорта и культуры, оптимальное сочетание отечественных традиций, современного опыта достижений научных школ, и это культурно-исторический системно-деятельностный подход к социальной ситуации развития ребенка. В целях, которые обозначены у нас по данному направлению, некоторые из этих направлений затрагиваются, да, поэтому сегодня подробно мы разберемся, что можно будет в цели обозначить, да, и на какие показатели необходимо будет опираться. Так, цели оцениваются 33 балла. То есть здесь мы с вами понимаем, что это должен быть какой-то концептуальный документ, может быть муниципальная программа, концепция, положение, модель, и оцениваться будет наличие самой цели, да, по конкретному направлению, насколько цель у вас будет обоснована или в целом обоснование вашей муниципальной программы, концепции по направлению воспитания, и насколько муниципальная цель соответствует региональной цели. Поэтому вот на вебинаре для региональных экспертов 30 июня был задан вопрос по поводу того, необходимо ли прикреплять региональную программу. Ну, лишним не будет, поэтому, коллеги, по каждому из направлений, где цели, да, можно прикрепить региональную программу по совершенствованию механизмов управления качеством образования. У нас сейчас готовится обновленный вариант этой программы с учетом вот всех уже новых направлений, в том числе дошкольное образование там будет добавлено. То есть будут учтены те изменения, которые в показателях произошли. Ну, старый вариант тоже можно прикрепить. Это для того, чтобы федеральные эксперты, когда будут проводить перепроверку наших с вами документов, чтобы они увидели, что да, действительно у вас соответствие цели есть. Мы-то с вами нашу программу знаем региональную, да? Но для федеральных экспертов можно прикрепить. Желательно это сделать. Рекомендация такая прозвучала на федеральном вебинаре. Итак, муниципальные цели, какие должны быть отражены по данному направлению работы. Это цели по развитию социальных институтов воспитания. Подробно сейчас по каждому из них с вами поговорим. Цели по обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций, в том числе гражданское воспитание, патриотическое воспитание, формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и другие направления. Также должны быть цели по обеспечению физической, информационной и психологической безопасности, по развитию добровольчества, волонтерства среди обучающихся, по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних обучающихся и другие. Вот все они у нас на слайде обозначены, и в ваших формах сбора первичных данных все они обозначены. Давайте будем разбираться, что где мы с вами можем, что мы должны подразумевать, да, по каждому из этих направлений. Развитие социальных институтов воспитания предусматривает, во-первых, поддержку семейного воспитания, да, то есть, соответственно, цели должны быть сформулированы у вас, связанные с поддержкой семейного воспитания. Развитие воспитания в системе образования, это как раз работа по различным направлениям воспитания. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов и поддержка общественных объединений в сфере воспитания. Сейчас о каждом из этих социальных институтов более подробно, что можно будет представить, какие формулировки целей могут у вас быть. По поддержке семейного воспитания это содействие укреплению семьи, это повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, многодетности. Это может быть популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и приемных. Во многих муниципалитетах подобные задачи сформулированы, но, может быть, даже не в программе воспитания, а в каких-то других документах на муниципальном уровне, да, но тем не менее вот как раз поддержка семьи, она на уровнях муниципалитетов выстраивается, и соответствующий документ вы можете здесь прикрепить по данному направлению. Это создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности организаций, которые осуществляют образовательную деятельность и работают с детьми. Это расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время, и создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. То есть это вот те цели, которые идут по направлению поддержки семейного воспитания. По развитию воспитания в системе образования могут быть
представлены такие цели, как обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, которые основаны на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания. Это может быть использование образовательных программ воспитательного потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-научного, социально-экономического профиля. Это создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком, языками народов Российской Федерации. Да, вот у нас с вами, конечно, эта задача хорошо прослеживается в нашей республике. Овладение иностранными языками, навыками коммуникации. И, конечно, это знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. По направлению целей расширения воспитательных возможностей информационных ресурсов. Сюда можно включить создание условий, методов, технологий для использования возможностей информационных ресурсов. В первую очередь информационных телекоммуникационной сети интернет в целях воспитания и социализации детей. Это информационно-организационно-методическое оснащение воспитательной деятельности в соответствии с современными требованиями. И это обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию. То есть если такие задачи у вас пока не предусмотрены, надо подумать, да, в каком документе можно было бы их прописать и как-то их добавить. Ну, желательно показать, конечно, что они у вас выполняются. По поддержке общественных объединений в сфере воспитания. Здесь много формулировок можно предложить, в том числе и поддержка ученического самоуправления, повышение роли организаций, обучающихся в управлении образовательным процессом, и поддержка общественных объединений, и привлечение детей к участию в различных проектах, социальных, значимых, познавательных, творческих, культурных, краеведческих, волонтерском движении. Расширение государственно-частного партнерства тоже может быть к этому направлению отнесено. Улучшение условий взаимодействия различных организаций в сфере воспитания. По направлению цели обновления воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций, это вот все те направления воспитания, которые в примерной программе воспитания сегодня обозначены. Да, это и гражданское воспитание, и патриотическое воспитание, и духовно-нравственное, приобщение к культурному наследию, экологическое воспитание, трудовое воспитание, профессиональное самоопределение, физическое воспитание, формирование культуры здоровья и популяризация научных знаний среди детей. По гражданскому воспитанию можно включить такие формулировки, как создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, развитие правовой и политической культуры, расширение конструктивного участия в принятии решений, разработка и реализация программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей. Ну, по патриотическому воспитанию, формированию российской идентичности наверняка у вас в муниципалитетах есть соответствующие программы. И, конечно, здесь вы можете показать, как вы реализуете данные цели, да, и по показателям тоже у вас документы будут, я думаю. Создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других работников, которые участвуют в процессе патриотического воспитания, и повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, которые обеспечивают ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах и так далее. Еще один важный аспект воспитания, да, это духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. Наверняка тоже хорошо этот аспект у вас прописан в ваших концептуальных программах. Развитие у детей нравственных чувств, формирование выраженных поведений нравственной позиции, развитие сопереживания, формирование позитивного отношения к людям, расширение сотрудничества между государством и обществом. Приобщение детей к культурному наследию – это эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального, кинематографического, создание равных условий для всех детей по доступу к культурным ценностям, поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, повышение роли библиотек. То есть здесь тоже такое вот межведомственное взаимодействие, да, и, возможно, это будет не только документ, касаемый именно сферы образования, да, может быть и документы, которые у вас на уровне муниципалитета принимаются именно в целом, да, по направлению развития культуры. Популяризация научных знаний среди детей по данному направлению задачи – это содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения. Сейчас идет год науки, наверняка какие-то задачи, связанные вот с популяризацией научных знаний в муниципалитетах, решаются, да, хотя бы какой-то отдельный приказ, может быть, да, который задачи и мероприятия по решению данных задач
утверждает: поддержка научно-технического творчества, создание условий для получения достоверной информации о передовых достижениях науки и повышение заинтересованности в научных познаниях об устройстве мира и общества. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья, думаю, у вас особых сложностей не вызывает, и вы соответствующие задачи прописываете в своих муниципальных документах концептуальных. Трудовое воспитание, профессиональное самоопределение. Мы с вами по профессиональному самоопределению уже разбирались, да, что может быть, какие формулировки. По экологическому воспитанию тоже наверняка этот аспект в ваших муниципальных программах достаточно неплохо раскрыт. Обратите внимание, да, есть ли подобные задачи. По добровольческой волонтерской деятельности в образовании здесь подразумевается осуществление просветительской и консультативной деятельности, наставничество, тьюторство в формате обучения через добровольчество, волонтерство. То есть если у вас программа наставничества реализуется в образовательных организациях, да, то в принципе можно тоже каким-то образом данную цель представить, да, и соответствующие документы прикрепить. Ну, конечно, работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних тоже в муниципалитетах у вас достаточно активно выстроена. Да? Найти необходимо соответствующий документ, да, и посмотреть, присутствуют ли там в формулировке цели вот подобные представленным на слайде. Конечно, очень важно, да, чтобы у вас был учет несовершеннолетних, которые не посещают или систематически пропускают занятия в образовательных организациях, и соответствующая работа. Одно из направлений – это оценка эффективности деятельности классных руководителей. На уровне республики у нас принят план мероприятий на учебный год. Вот он сейчас завершился, мы отчет направили в министерство. А на следующий учебный год тоже будем формировать новый план. И, соответственно, мероприятия, да, связанные с поддержкой деятельности классных руководителей, оценка ее эффективности, они на муниципальном уровне также должны быть у вас представлены. И вот здесь предложены две группы критериев. Это комплексность, адресность, инновационность, системность и непосредственно уже группа критериев, которые касаются личности самих классных руководителей, то есть сформированность их знаний, представления о системе ценностей гражданина, сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей и так далее. Итак, коллеги, вот таким образом пояснение к формулировке целей по направлению воспитания. Коллеги, сейчас переключусь на чат, посмотрим, кто-то, может быть, еще у нас подошел. И, пожалуйста, если вопросы есть по целям, можно задать. Угу. Так, Ухта у нас появилась, замечательно. Коллеги, вот вы фамилию, имя, отчество не все пишете, поэтому я не понимаю, кто есть кто. И прошу вас в чате все-таки отметиться. Вуктыл, Воркута появились у нас или нет? Коллеги, Воркута, Вуктыл, пожалуйста, ответьте нам в чате, либо голосом. Печора, да, Печору вижу. Печору я отметила. Так, коллеги, еще кто появился у нас? Кайгородок не вижу пока. Угу. Так, Печора, да, Печору я отметила. Троицко-Печорск, замечательно. Рады, что вы с нами. Так, еще у нас Воркута, Вуктыл, Кайгородок не отозвались. Сыктывдин, Сысольский район, Усть-Цилимский. Коллеги, если вы с нами, пожалуйста, обозначьте свое присутствие, чтобы мы понимали, что вы будете в курсе всей нашей информации. Угу. Так, коллеги, по содержанию целей по воспитанию вопросы есть? Так, тогда мы продолжаем.
Итак, далее, после того, как мы с вами цели сформулировали, формулируем показатели. Показатели могут быть представлены в том же самом документе, в котором у вас и цели прописаны, да, то есть в вашей муниципальной программе, либо в концепции, либо в модели. Либо это может быть отдельный документ, отдельный приказ, который утверждает показатели. Можно сделать и так. То есть если у вас в вашем муниципальном документе концептуальном прописано, там, допустим, только 2 каких-то показателя, да, то остальные вы можете дополнить отдельным документом, отдельным приказом, утвердить показатели по такому-то конкретному направлению, либо по всем направлениям сразу, отдельным документом. То есть показатели должны соответствовать обоснованной вами цели, и если вдруг какие-то неэффективные показатели присутствуют, то они будут давать нам минус балл. Баллы будут вычитаться. Итак, какие показатели по данному направлению будут оцениваться? Показатели по развитию социальных институтов воспитания, показатели по обновлению воспитательного процесса, показатели по развитию добровольчества и волонтерства, по развитию детских общественных объединений, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по учету обучающихся, для которых русский язык не является родным, по эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству и по учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных разными формами деятельности в период каникулярного отдыха. Да? То есть вот как раз то, чем мы с вами сейчас летом занимаемся, тоже будет в качестве показателей оцениваться. Итак, какие показатели, какие формулировки могут быть вами использованы? Например, доля образовательных организаций, охваченных мероприятиями по каждому направлению воспитания, да, по гражданскому, по патриотическому и так далее. Это у нас показатель, связан с группой по обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций. Показатель доля образовательных организаций, в которых осуществляется комплексное методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам воспитания. Это вот по эффективности деятельности педагогических работников можно сюда отнести, да, либо вот по развитию социальных институтов воспитания. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по направлению воспитания, да, то есть по каждому направлению вы можете это обозначить, по гражданскому, по патриотическому и так далее. От общего количества обучающихся и каждый уровень образования тоже можно отдельно показать. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования. То есть отдельно у нас есть такая группа показателей, и туда можно этот показатель отнести. Количество образовательных организаций общего образования, в которых созданы и функционируют волонтерские центры. Такой показатель можно использовать. По учету несовершеннолетних обучающихся, по профилактике безнадзорности и правонарушений может быть представлен показатель, это доля обучающихся по каждому уровню образования, принявших участие в индивидуальной профилактической работе от общего количества обучающихся. И также сюда же можно отнести, да, количество обучающихся, находящихся на учете в ПДН на конец учебного года, количество обучающихся, находящихся на внутришкольном учете, количество обучающихся, снятых с учета в текущем календарном году. Так, по группе показателей учет обучающихся, для которых русский язык не является родным, может быть представлен показатель охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной адаптации. Так, ну и вот по педагогическим работникам следующие показатели, которые вы можете использовать. Прошу прощения. То есть у нас много задач, много целей, да, много групп показателей. По каждой из них могут быть представлены самые разные формулировки показателей на основе тех, которые на слайде и в методических рекомендациях ФИОКа приведены. Далее мы с вами прописываем методы сбора и обработки информации, за что можно получить 3 балла. То есть помним, да, что методы сбора описываются отдельно, как мы собираем информацию, используем, например, анкеты, тесты, какие-то еще формы. И описание методов обработки информации, то есть как мы сами информацию обрабатываем. Да, используем там методы математической статистики, например, или еще какие-то другие.
средний балл высчитываем, долю высчитываем. Да? И если мы используем информационные системы для сбора информации, это дает нам возможность получить дополнительные баллы. Далее осуществляется мониторинг показателей, и по данному направлению можно 24 балла максимально получить. Здесь оценивается наличие вот этой самой программы мониторинга, приказа о проведении мониторинга, наличие сведений там должно быть о сроках проведения мониторинга и о использовании результатов мониторинга. Причем особое внимание необходимо уделить формулировкам. Да? То есть это именно мониторинг показателей должен быть. То есть проведенный специально вот для оценки механизмов управления качеством образования. Далее мониторинг провели, анализируем результаты мониторинга. Также максимально 24 балла мы с вами можем получить по данному направлению. И очень важно, чтобы мы при этом по возможности использовали элементы кластеризации и определили те факторы, которые влияют на результаты анализа. Далее по результатам анализа формируются адресные методические рекомендации, либо иные документы, да, и методические материалы, но важно, чтобы они были основаны именно на результатах анализа. И затем уже формируем систему мер и мероприятий, которые будут направлены на совершенствование направления по воспитанию. И здесь важно, чтобы в представленных вами документах были прописаны сроки реализации мероприятий, ответственные за проведение мероприятий, участники мероприятия. То есть это могут быть информационные письма, да, это могут быть приказы о проведении мероприятий. Какие меры и мероприятия по данному направлению могут быть нами представлены? Так, это меры поддержки детского самоуправления в образовательной организации. Это мероприятия, которые направлены на повышение уровня мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности. То есть соответствующая система мероприятий может быть, да, дорожная карта у вас составлена, либо приказ о проведении отдельных мероприятий. Принятие мер, направленных на профилактику безопасного поведения детей в сети интернет. Принятие мер по профилактике девиантного и делинквентного поведения обучающихся. И другие направления. Это интересное направление, принятие мер, направленных на популяризацию лучшего педагогического опыта. Да? То есть как мы с вами можем лучший педагогический опыт транслировать, популяризировать. Да? Это могут быть у вас по итогам, допустим, каких-то профессиональных конкурсов, которые вы на уровне муниципалитета провели, участие педагогов в реализации вашей системы мероприятий. Да? Это может быть представление лучших практик, например, на сайте управления образованием. Да? Это может быть сборник лучших практик, которые вы публикуете, да? Или хотя бы в электронном формате разместите на сайте. Направите непосредственно в организации. Также, конечно, это участие победителей республиканского уровня в ваших муниципальных мероприятиях, да, участие в работе муниципальных методических объединений и так далее. Наличие мер по стимулированию эффективности работы педагогических работников по классному руководству. То есть здесь вот те самые 5000 рублей, да, которые мы выплачиваем ежемесячно классным руководителям. Если у вас соответствующий приказ есть, да, можно сюда прикрепить. Либо еще какие-то меры, которые вы используете для стимулирования эффективности работы. Межведомственное взаимодействие. Конечно, очень важно его показать, что вы дружите и с другими организациями, да, с организациями культуры, спорта и так далее. Организация каникулярного отдыха детей. Тоже очень важный момент. Представить, какие мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья вы заложили. Ну и, конечно, это меры поддержки семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Сейчас федеральные меры реализуются. Вы можете показать, как на уровне муниципалитета эти меры находят свою поддержку. Управленческие решения по итогам проводимых мероприятий и принятых мер мы прописываем. Да? То есть это может быть, например, приказ по итогам какого-то мероприятия, и мы там указываем, да, благодарность кому объявить, кому указать там на недостаточное выполнение, например, соблюдение сроков там или еще чего-то. Да?
И сведения об ответственных, об участниках тоже здесь должны быть прописаны. Завершающим звеном управленческого цикла выступает анализ эффективности принятых мер. Это может быть именно анализ эффективности, да, то есть это справка какая-то аналитическая, отчет по проведению системы мероприятий, но очень важно, чтобы здесь был именно анализ. То есть не просто проведено столько-то мероприятий, но сделать вывод о том, к чему привело, да, какие позитивные изменения для участников ваших мероприятий произошли. И на вебинаре для региональных экспертов особое внимание заострили на том, что вот данные анализа эффективности, они должны быть подтверждены какими-то результатами опросов участников этих мероприятий, да, какое-то небольшое анкетирование, может быть, вы проводили, и приложить это в качестве подтверждения того, что да, действительно участники у вас оценили эффективность данного мероприятия. И по итогам проведенного анализа важно сформулировать проблемы, да, которые еще остались нерешенными и которые лягут в основу вашего нового управленческого цикла. На это тоже важно обратить свое внимание. Ну и, коллеги, конечно, для получения максимальных баллов хорошо, если мы с вами сможем показать полный управленческий цикл от построения стратегии, да, от формулировки целей, через проведение мониторинга показателей, использование результатов этих измерений для того, чтобы повышать эффективность управления. Конечно, не всегда возможно это выстроить по каждому из направлений, которые в наших критериях и показателях оценки обозначены. Но по многим направлениям, я думаю, что вы сможете полный управленческий цикл показать. Конечно, у нас с вами часто западает вот именно то, что связано с показателями, да, с мониторингом показателей, с анализом результатов. Но, по крайней мере, то, что касается целей, то, что касается системы мероприятий, наверняка по каждому из направлений у вас будет представлено, потому что эта работа у вас действительно ведется. И не всегда, да, мы с вами можем оформить ее документально, но тем не менее к этому надо стремиться, да, и в дальнейшем уже формировать управленческий цикл, начиная именно вот с постановки целей и задач и проведения мониторинга по тем показателям, которые с этими задачами связаны. Да. Поэтому задачи должны быть сформулированы диагностически, верить в достижение этих задач, этих целей. Коллеги, напоминаю контакты региональных координаторов. Галина Михайловна Рубцова, начальник отдела оценки качества образования Республиканского информационного центра оценки качества образования, тоже с нами будет работать. И я, Марина Анатольевна Габова. Коллеги, заполненные вами формы сбора первичных данных я прошу направлять на мой адрес m.a.gabova@kriro.ru до 15 августа. И мы уже с Галиной Михайловной здесь во взаимодействии распределим эти формы, направим их экспертам. Напоминаю, что каждый муниципалитет у нас просматривают 2 эксперта, оценивают. В записи, да, я думаю, что сегодняшнее выступление у нас получится его записать. Запись ведется. Направим потом ссылочку, разместим. Так, Усинск у нас присутствует. Коллеги, кто еще у нас подключился, пожалуйста, себя обозначьте. Вот Алена Сергеевна Сокольникова у нас подключилась, да? Хорошо. Сыктывдинский присутствует. Итак, коллеги, есть ли вопросы по данному направлению? Возможно, вопросы в целом по заполнению форм, по тем документам, которые вы должны представить. Можно вопрос задать, можно в чате, можно голосом проговорить, если сложно много писать. Коллеги, есть ли у кого-то проблемы с формой сбора первичных данных? Кто-то еще, может быть, не скачал форму. Все ли понятно по форме сбора первичных данных? Потому что звонки были. У
кого-то проблемы возникли, мы можем сейчас их озвучить, обозначить и снять. Так, коллеги, вопросов пока не вижу. Пожалуйста, кто к нам еще присоединился? Свое присутствие обозначьте. Воркута у нас так и не смогла подключиться, да? Воркуту я не вижу Вуктыл. Кайгородок пока тоже не присутствует. Сысольский, Усть-Цильма. Коллеги, если вы с нами, пожалуйста, отметьте в чате. Надеюсь, что все, кто хотел, сегодня с нами работают, пришли. Несмотря на то, что технические проблемы у нас определенные возникли на платформе Профми, но тем не менее мы их оперативно решили и переключились на другую платформу. Итак, коллеги, пока у вас там формулируются вопросы, созревают, мы перейдем тогда к следующему блоку. И последнее направление оценки муниципальных механизмов управления качеством образования – это муниципальная система мониторинга качества дошкольного образования. Так, коллеги, я запускаю презентацию. Уже пока временно чат не буду видеть. Итак, по системе мониторинга качества дошкольного образования можно заработать, составляет 9% от общего количества баллов. И в целом можно получить 83 балла максимально по данному направлению оценки. И здесь прежде всего необходимо отметить, что система мониторинга качества образования ориентирована прежде всего на выявление степени соответствия наших с вами образовательных программ дошкольного образования и условий осуществления образовательной деятельности нашими дошкольными образовательными организациями тем нормативным требованиям, которые прописаны в документах федерального уровня, и тем социальным ожиданиям, да, которые предъявляются потребителями услуг дошкольного образования. И направлена система мониторинга качества дошкольного образования на совершенствование управления качеством дошкольного образования. Да, это предполагает координацию усилий представителей различных ведомств на разных уровнях управления системой образования. Основные подходы и принципы оценки по данному направлению обозначены в концепции мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации. Именно эта концепция формирует единую методологическую основу всех систем мониторинга, это и федеральных, и региональных, и муниципальных, и внутриорганизационных систем, и оценки качества дошкольного образования, также систем независимой оценки качества дошкольного образования. И в конечном итоге именно концепция мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации создает условия для того, чтобы формировалось единое образовательное пространство Российской Федерации. Здесь представлена ссылочка на концепцию мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации. В презентации она будет у вас активной. Презентацию я вам потом разошлю после нашего мероприятия по тем адресам, которые у нас есть. Да? И, конечно, важно понимать, что эта концепция через систему показателей качества операционализирует требования закона об образовании, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, профстандарта педагога, педагога-дефектолога и других нормативных документов. И концепция переводит требования всех этих документов в такой формат, который позволяет измерить степень реализации этих требований в образовательной деятельности организаций, которые осуществляют деятельность в сфере дошкольного образования. Объектами мониторинга качества дошкольного образования выступает группа организаций, да, то есть отдельная группа, которая осуществляет образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, организации, которые осуществляют образовательную деятельность, система управления образованием на уровне местного самоуправления, система государственного управления в сфере образования на уровне государственной власти субъектов и система государственного управления в сфере образования, реализуемая на федеральном уровне. Да, то есть вот такая цепочка, такая матрешка, да, будет выстраиваться. То есть
с уровня каждой конкретной группы воспитанников, да, в образовательной организации, дошкольного образования, на уровень организации, потом на уровне муниципалитета и так далее. Итак, что будет оцениваться? За цели можно будет получить 18 баллов максимально, да, и мы понимаем, что это должен быть какой-то концептуальный документ, в котором эти цели обозначены, обоснованы, и чтобы было понятно, что ваша муниципальная цель соответствует региональной цели. Пока на уровне региона отдельного документа нет, как я уже сказала, формируется обновленная программа республиканская совершенствования механизмов управления качеством образования, и там уже это направление включено. Итак, муниципальные цели, которые будут проверяться, это цели по повышению качества образовательных программ дошкольного образования. Эти цели наверняка прописаны в ваших программах развития образования муниципальных, да, потому что они у вас у большинства по уровню выстраиваются, да, и, соответственно, эти цели, они в ваших программах уже отражены. Проверьте, чтобы они у вас там были. Цель по повышению качества содержания образовательной деятельности, да, то есть вот по тем направлениям, которые определяются федеральным государственным образовательным стандартом. Это социально-коммуникативное развитие, это познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Также важно, чтобы были отражены муниципальные цели по повышению качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях. Да, то есть это прописаны кадровые условия, развивающие предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия. Также важный момент – это взаимодействие с семьей, да, то есть как семья участвует в образовательной деятельности, насколько семья удовлетворена образовательными услугами, как осуществляется индивидуальная поддержка развития детей в семье и так далее. Да, то есть это хорошо, если эти формулировки целей у вас будут присутствовать в том концептуальном документе, который вы будете предъявлять. Также важно отразить цели по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу. Да? То есть не только по образовательной деятельности, но и по присмотру и уходу тоже важный момент. Необходимо отразить. И по повышению качества управления в дошкольных образовательных организациях. Показатели. За показатели можно будет получить максимально 8 баллов. Все это может быть отдельный перечень показателей, да, либо прописаны в вашей муниципальной программе развития образования. Так, ну, посмотрим, какие показатели будут оцениваться. Показатели по качеству образовательных программ дошкольного образования. Показатели по качеству образовательных условий в дошкольных образовательных организациях. Показатели по взаимодействию с семьей и показатели по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу. То есть целей у нас с вами было больше, показателей меньше. То есть не все муниципальные цели в показателях можно будет отражать. Так, ну давайте посмотрим примеры. Так, если мы с вами формулируем цель как повышение качества образовательных программ дошкольного образования, то в качестве примеров показателей может выступать, например, доля дошкольных образовательных организаций, в которых разработаны и реализуются образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Но я думаю, что этот показатель у вас у всех уже 100% должен быть равен и снижаться не должен. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых функционирует внутренняя система оценки качества образования. Здесь я тоже думаю, что у вас должен быть очень высокий показатель, потому что эти задачи мы с вами решаем уже достаточно давно, да? И результат у нас здесь уже должен быть. Если мы с вами берем цель как повышение качества содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях, то в качестве показателя может выступать доля дошкольных образовательных организаций, в которых содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей. А далее вы можете эти показатели по каждому компоненту представить. Да? По социально-коммуникативному развитию, по познавательному развитию, по речевому развитию, по художественно-эстетическому, по физическому. Дальше большая цель, соответственно, и много показателей она в себя включает. Это повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях. Да? Соответственно, показатели у вас могут быть и по кадровым условиям отдельно представлены, по среде предметно-развивающей, по психолого-педагогическим условиям. Ну, давайте посмотрим. Например, доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ. Доля организаций с низким либо высоким уровнем качества образовательной среды. Доля организаций, в которых развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС.
дошкольного образования. И вот здесь они основные перечислены. Доля образовательных организаций, в которых психолого-педагогические условия соответствуют требованиям ФГОС. Тоже перечислены эти требования. То есть по каждому из этих требований, да, вы можете отдельно мониторинг организовать. Да? То есть каждый из них может выступать в качестве отдельного показателя. По взаимодействию с семьей это может быть, например, такой показатель, как доля дошкольных образовательных организаций, в которых организовано взаимодействие с семьей. Число родителей, которые участвуют в образовательной деятельности, удовлетворенность родителей качеством образования. Цель по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу. Здесь в качестве показателя может выступать доля организаций, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу за детьми. И эти условия, они здесь также перечислены. Да? Каждый из них может выступать в качестве отдельного показателя. И еще одна цель – повышение качества управления в дошкольных образовательных организациях. Здесь мы можем показать долю руководителей, обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки от общего числа руководителей в муниципалитете. Доля организаций, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС. В стандарте все эти требования тоже прописаны, вот здесь они перечислены. Каждый из них тоже можно выступать, предложить в качестве отдельного показателя. Обеспеченность педагогическими кадрами, доля работников, аттестованных на первую высшую квалификационную категорию, прошедших повышение квалификации по актуальным вопросам и так далее. Также здесь может быть представлена доля образовательных организаций, в которых функционирует ВСОКа, доля дошкольных образовательных организаций, в которых разработана программа развития, и другие показатели тоже вами могут быть предложены. Так, ну и далее идут следующие компоненты нашего управленческого цикла. Методы сбора и обработки информации. 3 балла максимально можно получить. Описываем отдельно методы сбора информации, как собираем информацию, как обрабатываем и используем ли информационные системы для сбора информации. За мониторинг можно получить 12 баллов максимально. Обязательно, да, прописываем сведения о сроках проведения мониторинга и об использовании результатов мониторинга. Это дает нам возможность получить дополнительные баллы. После осуществления мониторинга проводим анализ по каждому показателю. И хорошо, если удастся нам использовать элементы кластеризации при проведении анализа. И важно выявить те факторы, которые на результаты анализа могут повлиять. По итогам анализа формулируем адресные рекомендации, либо какие-то другие методические материалы разрабатываются на уровне муниципалитета. Очень важно, чтобы все это было основано на результатах анализа. И меры и мероприятия дают нам возможность максимально получить 15 баллов. Давайте посмотрим, что рекомендуется к оцениванию по мерам и мероприятиям по данному направлению. Это принятие мер, направленных на повышение качества образовательных программ дошкольного образования, принятие мер, направленных на профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования, принятие мер, направленных на повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, принятие мер, направленных на повышение качества дошкольного образования для детей с УВЗ и принятие мер, направленных на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования. То есть здесь может быть, да, система мероприятий, сформирована по каждому из этих направлений. Может быть утверждена дорожная карта. Важно все это показать, что такая работа у нас с вами ведется. А такая работа в каждом муниципалитете проводится. Необходимо только вот все это структурированно представить. Возможно, какие-то документы надо будет разработать, доработать, чтобы систему эту вы могли представить и соответствующие баллы получить. Как раз вот об этом тоже говорили на федеральном вебинаре, что работа ведется большая работа, но не всегда все это зафиксировано в соответствующих видах документов. Да? И нам сложно подтвердить, что да, действительно работа нами проводится. Мероприятия проводим, мероприятий много проводим, а зачем, для чего, не всегда можем себе даже объяснить. Ну, для реализации такой-то задачи. А зачем? Потому что часто у нас с вами
отсутствует вот как раз этап мониторинга. То есть мы не знаем, как складывается ситуация, мы не знаем, какие реально проблемы существуют и над какими задачами действительно в первую очередь необходимо работать в сложившихся условиях. Да? И, соответственно, этому уже должна формироваться наша система мероприятий. После того, как мы систему мероприятий реализовали, да, мы принимаем управленческие решения, прописываем сроки реализации этих решений, сведения об ответственных участниках, кого поощряем. И далее это анализ эффективности принятых мер. Итак, коллеги, вот система тех документов, да, которые мы предъявляем, она, в принципе, по каждому из направлений в большей степени совпадает. Разница идет у нас в целях, в показателях и в тех мероприятиях, которые будут оцениваться. Ну и для получения максимальных баллов мы должны показать полный цикл управления. Еще раз напоминаю контакты. 2 региональных координатора. Форма сбора первичных данных прошу направлять на мой адрес m.a.gabova@kriru.ru. Весь июль я работаю, половину августа точно работаю, да, как раз до 15 августа вы все направите свои формы сбора первичных данных, и мы разошлем их нашим экспертам, организуем работу экспертов. Так, коллеги, презентацию я тогда останавливаю, и мы с вами переходим в наш чат. Пожалуйста, вопросы. Сегодня у нас с вами последняя встреча в таком большом составе, поэтому можете озвучить вопросы, которые вас волнуют. Наверняка они волнуют и других коллег, к нам присоединившихся. Так, пожалуйста, если кто-то еще к нам присоединился, обозначьтесь. И, коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы. По телефону бывает вам сложно дозвониться до меня, да, поскольку у нас всякие разные мероприятия постоянно проходят. Пишите на электронную почту. На почту я отвечаю. Стараюсь по возможности сразу отвечать. Но вот сейчас у вас есть возможность задать свой вопрос в чате, либо озвучить его с помощью микрофона. Используйте эту возможность. Задавай. Так, демонстрацию рабочего стола я сейчас хочу отключить. Чтобы с вами работать непосредственно уже в самом чате. Итак, демонстрацию рабочего стола я отключила. Я вижу чат. Я вижу всех, кто сегодня присутствует с нами. Угу. Так, пока все ясно. Хорошо, что ясно. Коллеги, пожалуйста, тоже каким-то образом отзовитесь, что вы с нами вместе, что вам все понятно, либо ничего не понятно. Как обычно, да, вопросов не бывает в двух случаях. Когда понятно все или когда ничего не понятно. Коллеги, напоминаю, что материалы размещаются у нас на сайте института в разделе «Качество образования». Давайте посмотрим. Да, возникшие вопросы будем в рабочем порядке решать. Так, сейчас демонстрацию экрана опять запущу. Итак, на сайте института
Во вкладочке «Качество образования» у нас есть раздел «Оценка муниципальных механизмов управления качеством образования». Здесь представлены основные документы и методические материалы, в том числе приказ Министерства образования, науки и молодежной политики, методические рекомендации, критерии оценки. Представлены ссылки на видеозаписи и презентации тоже в ближайшее время мы подгрузим с наших мероприятий обучающих, чтобы они в вашем доступе также были. Угу. Так, хорошо, вопросов нет. Замечательно, коллеги. Тогда на связи. Жду ваших вопросов и заполненные вами формы сбора первичных данных на мой адрес m.a.gabova@крiro.ru. Благодарю вас за активность. Угу. Так, на семинаре для экспертов было озвучено документы только за 19-21 годы. Коллеги, кто внимательно слушал семинар и читал методические рекомендации, то обратил внимание на то, что концептуальные документы, да, то есть программа развития, концепция развития, они должны быть приняты не ранее, чем до принятия закона об образовании в Российской Федерации. Да, то есть начиная с 2013 года документы концептуальные могут быть. Но другой вопрос, что они, конечно, уже с 2013 года-то устарели. 2018 год, в принципе, можно будет, да. Приказы о различных программах, если ваш концептуальный документ, да, он утвержден, допустим, там, в 2014 году, и приказ соответствующий, который реализует то или иное направление данной программы, в принципе, мне кажется, что за 2018 год можно будет принять. То есть если он позволяет увидеть вот полный цикл управленческий, тогда да, он будет учтен. То есть вы начали работу, вы провели мониторинг, допустим, в 2018 году, выстроили систему на несколько лет, да, и сейчас вы завершаете этот управленческий цикл, вы провели серию мероприятий, и сейчас проводите анализ, да, эффективности вашей деятельности. Ну, да, можно. Угу. Коллеги, еще если вопросы есть, можно озвучить. Так, хорошо, тогда жду ваших вопросов на электронную почту, по телефону, возможно, сможете дозвониться, я смогу вам ответить. Обычно, когда я в кабинете бываю, я отвечаю на телефон. Коллеги, тогда на этом мы нашу с вами сегодняшнюю встречу завершаем. Всем спасибо. Успехов вам в проведении оценки.